Здравствуйте, меня зовут Бигбаев Эдуард. Я являюсь руководителем медиаподразделения университета Нархоз. Также раньше 10 лет занимался фотографией, продюсированием, режиссированием и так далее. В общем, все в медиасфере. Чем отличаются продюсер и режиссер? Ну, во-первых, продюсер, слово «продюс» – производить. Это человек, который непосредственно отвечает за весь процесс создания либо фильма, либо музыкального какого-то контента, либо еще чего-нибудь. А режиссер непосредственно, он как работает на площадке, уже работает со своей командой, поэтому вот они тем и отличаются. Как стать фотографом? Ну, во-первых, любую профессию можно освоить, я так считаю. Так что стать можно абсолютно любым профессионалом в любой сфере. Самое главное, мне кажется, это нужно интересоваться, любить свое дело. Кто больше зарабатывает, продюсер или режиссер? В принципе, смотря какой статус занимает либо режиссер, либо продюсер. Бывают именитые режиссеры и бывают именитые продюсеры, которые, получается, приглашают на контракт, и, соответственно, у них своя определенная ставка. Но, как я говорил, продюсер отвечает, в принципе, за весь процесс, поэтому, мне кажется, продюсер может зарабатывать немножко больше, а также продюсер и режиссер может совмещать одну и ту же должность, деятельность, и поэтому как-то так строится финансовая схема. Пирамида. Откуда брать деньги на съемку фильма? Я думаю, что существуют различные компании, которые разыгрывают различные гранты. Допустим, у нас существует в Казахстане Салем Social Media, вот они очень часто разыгрывают различные гранты на короткометражные фильмы, также на сериалы сейчас по большей степени. Либо можно привлечь частных инвесторов, которые, ну, если им понравится ваша идея непосредственно, тогда они могут выделить вам финансирование. У меня есть идея, но не могу записать сценарий. Что делать? Ну, во-первых, здесь вопрос такой неоднозначный. Либо вы будете сами эту идею раскручивать, а как это все происходит, вам нужно постоянно чем-то вдохновляться, читать больше интересной литературы, книг, смотреть интересные сериалы, фильмы и так далее. Если у вас не получается писать, то обратитесь непосредственно к специалисту. Я бы, допустим, на месте начинающего режиссера или оператора пошел бы, ну, грубо говоря, в Жургенево, в академию, познакомился с молодыми выпускниками, ребятами и сделал бы какую-нибудь коллаборацию, и так бы и написал сценарий. Расскажите, как вы начинали свой путь в медиа? Я начинал с фотографии. Сразу же у меня, помню, на тот момент была машина, я продал ее, открыл студию. Естественно, у меня не получилось ничего, потому что клиентов не было, опыта не было. Я сразу же прогорел через какое-то время. Вот. И я пошел работать в портал, в ночной портал. Вот раньше были Карлов Медиа, либо как сейчас Кипятком. И там развивался потихонечку, познакомился там с интересными людьми. Вот Канат Бескеев, вот мы с ним в одно время пришли, он потом ушел в документалку, а я ушел вот больше в фотографию и, ну, как бы продюсирование. Вот. И была такая интересная история, что касательно, как быстро можно было купить технику. Опять же, набираясь опыта, меня однажды пригласили отфотографировать в одну компанию, такую большую, крупную. И как бы этот заказ был по тендеру, я его выиграл и сразу же купил камеру, ну, где-то там в 2 раза больше заработал. Как выбрать камеру? Ну, существует много мнений, какие камеры выбирать. Мне кажется, нужно выбирать камеру, ту, на которую пока что хватает средств, вот, и которая больше устраивает по душе. А потом потихонечку переходить, ну, как бы зарабатывать, переходить на ту камеру, которая вам будет, опять же, больше по душе, смотреть характеристики. Я всегда пользовался компанией Canon, кто-то пользуется Nikon, но мне кажется, там разницы нет. В любом случае, если у вас есть талант, вы можете как бы фотографировать абсолютно любую камеру, и, мне кажется, будет получаться очень классные фотографии, ну, если говоря про фотографию. Мне кажется, сейчас Sony топовая камера. Вот как раз сейчас операторы снимают, они очень рады этому выбору. Пожелания ребятам, которые хотят развиваться в медиа. Мне кажется, нужно придумать какой-то интересный жанр, какую-то интересную идею, во что бы то ни стало идти к своей цели.
мелкими шагами, тогда вы обязательно добьетесь чего-то. Через, как говорится, через терни звездам, в общем, вы можете добиться любых результатов. Главное не опускать руки.